Сложные дни выдались у Дональда Трампа. Уж не знаю, перелеты его подкосили американского президента или что, но, в общем, первое серьезное поражение в его карьере. Он и не ожидал. От Таджикистана. Таджикского лидера Эмомали Рахмона на переговорах в Саудовской Аравии пару дней назад. Но сдался в итоге. В общем, понятно, почему все семейство Трампов на следующий день было в трауре. Вот. Ну, нет, на самом деле это просто дресс-код на аудиенцию Папы Римского, который тоже, кажется, подметил, что Трамп чуть сдал. Чем вы его кормите? Патицей? Пиццей? Да. Патицей, Мелания, это у вас на родине, в Словении, готовят такой пирог. Патица, а не пицца. Завтра я встречаюсь с папой Франциском. Папа? Мой папа во Франции? Но все же к рукопашной Трампа и Рахмона. Таджикский президент, похоже, был готов. В отличие от японского премьера, который, кажется, чуть ли не лишился руки некоторое время назад. Что они говорят? Пожалуйста, посмотри на меня. Да, это они говорят. Вы видели вот эту вот руку? Это какой-то силовой прием был у Трампа. А вот Трамп с канадским, с премьер-министром Канады, это вот силовой прием, который применил он к Абе. А теперь, пожалуйста, да, с канадцем. Да, у канадца, мне кажется, там пальцы чуть не сломались. И на его лицо, которое, кажется, вот так выражалось междометиями. А Трамп: спокойно, я вас приветствую. Но любимый прием Трампа – это перетянуть противника. Hey man, what's going on, Donald? Good to see you, buddy. Good seeing you. This is okay. So I just want that on the record. Спасибо Майку Пенсу, спасибо. Но ему показалось, что этого мало. Смотрите. Я называю это прием Скорпиона. Помните из Mortal Kombat? Get over here! Обсудим эти приемы с психологом, физиогномистом Светланой. Проходите, пожалуйста, Светланой Филатовой. Заходите, пожалуйста, к нам в студию. Я вас не буду перетягивать вот так уж, позвольте. Ну, вот объясните, что это за такой прием Скорпиона? Что это за такой жест перетягивания? Покажите нам, пожалуйста, видео на экране. Это часто встречается, когда вот так люди, когда здороваются, прям тянут друг друга к себе? Ну, до вот этого момента это встречалось только с его стороны. И вот это был прием, который придумал, я так понимаю, что Трамп. Да, ну вот нашла коса на камень, и произошло непредвиденное для него. Что такой знак значит? Он хочет с людьми, может быть, получше познакомиться, подтягивает поближе? Нет, это очень запрещенный прием. При встрече он заставляет человека потерять равновесие и заставляет его запаниковать. То есть в дальнейшем человек, который запаниковал, он уже более подвержен каким-то манипуляциям со стороны Трампа. Ну, вот так вот он и действовал. Ну... Давайте обсудим другие приемы, которые Трамп применяет. Вот мы рассказывали о премьер-министре Канады, которому, кажется, чуть не сломали пальцы. Вы что-то хотите сказать, да, прокомментировать? Да, по этому поводу хотелось более подробно рассказать. Дело в том, что он не ожидал, это впервые его... встретил он противодействие. Рахмон оказался сильнее. Да, и получается, что, смотрите, что дальше происходит. Рахмон его потянул к себе, и Трампу ничего не оставалось делать, как самому подвергнуться тому приему, который он испытывал на других. И ему пришлось потерять равновесие, перейти на неудобную позицию, да, в чужую территорию. Далее он
понял, Спасается что, улыбкой. Да, спасается улыбкой. Но, а потом, как только появляется возможность, он обратно возвращается на свою территорию. Ну, вообще, в принципе, конечно же, 5 баллов. Да, Эмомали Рахмон, конечно, Да. не знаю уж, готовился он или это такой чудный экспромт. Другие фотографии. Покажите, пожалуйста, рукопожатие с белыми пальцами. Это тоже довольно частый прием у Трампа. Вы видите, даже видно, как пальцы побелели. Мне кажется, некоторые кости там уже давно сломаны. Такие рукопожатия, это от очень крепкой любви? Опять-таки, это еще один прием, когда он очень крепко захватывает одну руку и другой рукой прикрывает. То есть он показывает, что все-таки, несмотря на то, что корпус он наклонил, но он здесь главный. И последняя серия фотографий как раз про крепкое рукопожатие. Трамп очень часто, это заметили журналисты, указательным пальцем пытается, покажите, пожалуйста, фотографии с указательным пальцем пытается как бы взять за запястье. Вот, Дональд Трамп, зачем вы подвесили нашу систему? Раньше во всем был виноват Обама, теперь новый американский президент. Пытается указательным пальцем как бы схватить за запястье. Это тоже для того, чтобы крепче прижать человека? Да, он его ухватывает, в дальнейшем он его дергает, я так понимаю. Сейчас происходит процесс, когда он его пытается перетянуть. И опять-таки тот же самый прием. Просто Светлана, расскажите, способ самое главное, ухватить. зачем я это спрашиваю. Вот если, как этому противостоять? Вот если кто-то будет встречаться с Дональдом Трампом, ну, не знаю, например, в начале июля кто-нибудь решит пообщаться с Дональдом Трампом, то как к этому надо подготовиться? Возьмите мастер-класс у Рахмона. Но что надо? Надо тянуть к себе, надо, если вас крепко сжимают за руку, что надо сделать? Нужно, во-первых, пытаться не потерять равновесие. Ну, то есть, вот Рахмон повел себя очень правильно. Ну, естественно, если против меня он будет, я не смогу удержать равновесие. Но если есть возможность, то нужно его удерживать. Но если кто-то человек спортивный, дзюдо занимался, то он сможет. Кроме того, если уже получается, что вы теряете равновесие, то как-то обыграйте это, ну, вот как он поступил, да, он встал на территорию собеседника, да, и заулыбался. Вроде он так и хотел. Спасибо вам большое, Светлана. Возможно, ваши советы пригодятся. Мы говорили о крепком рукопожатии.